Первый вопрос, который рассмотрели депутаты городского собрания Сухума – согласование кандидатуры Тимура Агрба на должность главы администрации Сухума. Представил Тимура Агрба руководитель администрации президента Беслан Эшба. Уже удалось поработать вам совместно с действующей администрацией. Я думаю, что результаты налицо. Хотелось бы просто пожелать оказать еще раз доверие. И я думаю, что в вашей совместной работе как раз будет самым лучшим примером еще один старт, еще один промежуток взаимодействия. Дмитрий Осия, председатель городского собрания, отметил, что совместно с Тимуром Агрба собрание проработало долгое время. Председатель считает, что из тех возможностей города, которые есть сегодня, администрация делает все возможное для горожан и гостей столицы. Коллеги, действительно, с Тимуром Михайловичем мы уже долгое время проработали. Я думаю, из тех возможностей города, которые у нас сегодня есть, администрация максимально делает все для удобства наших граждан, горожан и гостей столицы, чтобы наш город процветал, становился лучше, удобнее и красивее. С депутатами нового созыва, мы со всеми уже близко знакомы, ежедневно проводим ту или иную работу. Я считаю, что мы одна большая команда, так как на самом деле каждый из депутатов это соратники, помощники, я могу так сказать, и всегда я имею информацию оперативно по их округам, в том числе и как раз от самих депутатов. Ежедневно не бывает такого дня, когда у меня не бывает группа депутатов по тем или иным вопросам. Я хочу им выразить благодарность за то, что они так переживают, болеют за свой город, за свои округа. И я думаю, что наша совместная плодотворная работа будет продолжена и много еще полезного, хорошего сделаем для нашего города. В итоге Тимур Агрба был единогласно утвержден в должности главы администрации столицы. Результаты подсчета голосов. За 18 голосов, против 0, воздержавшихся 0. На основании подсчета голосов кандидатура Агрба Тимура Михайловича на должность главы администрации города Сухум считается согласованной. Подпись членов комиссии. Отныне движение по улице Акиртава вновь будет с выделенной полосой для общественного транспорта. Такое решение принято депутатами СГС после рассмотрения обращения администрации города. Со следующей недели планируют возобновить движение троллейбусов по маршруту Маяк-Каштаг. Организовать выделенную полосу движения для электрического общественного транспорта на улице Акиртава предлагается временно, до декабря 2027 года. Следует отметить, что ранее Сухумским городским собранием было принято решение о переносе контактной сети на улицу Ладаря. Однако в связи с недостаточным количеством троллейбусов, а также высокой стоимостью работ по переносу контактной линии, данное решение до настоящего времени реализовано не было. В настоящее время ситуация изменилась. Благодаря передаче правительством Санкт-Петербурга 10 троллейбусов нашему городу, совместно с администрацией было принято решение о частичном восстановлении контактной сети. В перспективе после завершения строительства контактной сети на улице Ладаря движение по улице Акиртава вновь будет односторонним. Председатель СГС Дмитрий Осия отметил, что реализация данного решения приведет к значительному улучшению вопроса общественного транспорта в направлении Каштака. Мы понимаем, что при принятии решения о выделении отдельной полосы по улице Акиртава для общественного электрического транспорта, оно неизбежно приведет к затруднениям и уменьшению автомобильной пропускной способности по улице Акиртава, что может в свою очередь привести к заторам на дорогах. Но в первую очередь в каждом развивающемся и современном городе приоритет он дается в сторону пешехода, в сторону людей, которые каждый день пользуются общественным транспортом. И это немаловажный факт, который мы должны учитывать.
Депутаты Сухумского горсобрания также заслушали отчет за 2025 год главного архитектора столицы Беслана Бакателя. В целом деятельность отдела градостроительного регулирования и архитектуры в отчетном периоде обеспечила выполнение поставленных задач и способствовала достижению ключевых показателей развития города. Работа по совершенствованию градостроительной политики и повышению качества архитектурной среды будет продолжена в приоритетном порядке. Айлита Арутюнян, Давид Хашик, Абхазское телевидение.